Абдулло Шамсиддин дал о себе знать, он находится в СИЗО ГКНБ Таджикистана. Сомон Эйр запускает рейс в Джиду. Для исполнительницы теракта в Стамбуле попросили 3000 лет тюрьмы. Стало известно имя украинского солдата, расстрелянного за лозунг «Славе Украине». Супруга депортированная из Германии в Таджикистан Абдулло Шамсиддина, сына таджикского оппозиционера Шамсиддина Саидова, о судьбе которого до последнего времени ничего не было известно, сообщила, что он находится в СИЗО ГКНБ. Ранее генеральный прокурор и министр внутренних дел страны заявил, что ничего не знает о местонахождении Абдулло Шамсиддина. По словам Сумайи Пировой, супруги Абдулло Шамсиддина, накануне она говорила с ним по телефону, и тот сообщил ей, что его дело расследуют следователи ГКНБ. Однако в чем его обвиняют, он не сказал. По его словам, поначалу она не узнала голос мужа, но тот сказал, что немного простыл, и поэтому у него сел голос. Официально о местонахождении Шамсиддина не сообщается, как и о том, в чем он обвиняется. Собеседница сообщила, что он также поговорил со своими 2 детьми. Абдулло не жаловался на здоровье и сказал, что содержится в нормальных условиях, а сотрудники СИЗО обходятся с ним хорошо, сказала она. Сумайя Пирова обрадовалась звонку мужа, но говорит, что пока не увидит его своими глазами, не успокоится. Ранее она направила письмо в ГКНБ, в котором написала, что ее муж болеет астмой и что она обеспокоена условиями его содержания. 32-летний Абдулло Шамсиддин с 2009 года проживал в Германии. Ранее сообщалось, что проблемы сына оппозиционера начались после того, как он своевременно не встал на учет в миграционной службе Германии. В ПИФ также признали, что одной из причин его выдворения из ФРГ стало предоставление недостоверных личных данных германским властям. Авиакомпания Сомон Эйр, единственная действующая авиакомпания Таджикистана, которая принадлежит семье Эмомали Рахмона, объявила об открытии прямых регулярных рейсов по маршруту Душанбе-Джидда-Душанбе и Худжанд-Джидда-Худжанд. С 9 марта рейсы из Душанбе в Джиду будут выполняться еженедельно по четвергам и воскресеньям. Из Худжанда в Джиду самолеты будут выполняться по вторникам. Время в полете составляет из Таджикистана 5 часов 15 минут, а на обратном пути 4 часа 30 минут. Генеральная прокуратура Турции попросила суд назначить наказание в 3000 лет тюрьмы гражданки Сирии Ахлам Аль-Башир, совершившей теракт на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября прошлого года. Отмечается, что в обвинительном акте Генпрокуратура запросила 7 пожизненных сроков для сирийки в связи с умышленным и антигосударственным характером преступления. По версии правоохранительных органов, именно Аль-Башир оставила сумку со взрывным устройством, которое позже сдетонировало. Слушания по делу о теракте пройдут с 9 по 11 мая 2023 года в суде Стамбула. Ранее в Турции арестовали 17 подозреваемых в причастности к подготовке теракта на улице Истикляль. Задержанных обвинили в нарушении единства и целостности государства, преднамеренных убийствах и покушениях на убийство. В результате теракта погибли 8 человек, еще 81 получили ранения. МВД страны заявило, что за взрывом стоят сторонники Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. В социальных сетях распространяется видео с расстрелом предположительно украинского воина солдатами российской армии. В 30-й отдельно механизированной бригаде ВСУ назвали его имя. На странице 30-й отдельно механизированной бригады в Facebook появилась публикация о распространяемом видео с расстрела. По предварительным данным, погибший солдат 30-й отдельно механизированной бригады Тимофей Михайлович Шадура. Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боев в районе города Бахмут. В настоящее время тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих осмотров, говорится в сообщении. Отметим, ранее о жестоком расстреле высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал найти убийц.